В прямом эфире «Чеченские вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 29 января? На страже безопасности. Любой ум и любой баг, любое направление на высшем уровне чакров. Это из-за большой ответственности. Итоги работы за 2024 и приоритетные задачи на текущий год обсудили сегодня на коллегии МВД. Поделимся основными показателями деятельности ведомства. Знание без границ. В Грозном открылась новая школа на 1224 ученика. Какие условия созданы в образовательном учреждении? Один случай на миллион. Это такой для нас очень уникальный, исторический, интересный для нас случай, потому что на моей практике и в ближайшие, наверное, 20 лет точно не было именно четверных в городе у нас. В Республиканском перинатальном центре на свет появились четверняшки впервые за 10 лет. Как сейчас себя чувствуют новорожденные и их мама? Чеченская республика занимает первое место в России среди регионов с самым низким уровнем преступности. Об этом сегодня сообщил министр внутренних дел субъекта Аслан Расханов на заседании коллегии МВД. Участники обсуждали итоги оперативно-служебной деятельности за 2024 и наметили приоритетные задачи на текущий год. Репортаж Турпала Тайсумова. В работе коллегии приняли участие министр внутренних дел по Чеченской Республике, а также руководители подразделений правоохранительных органов. В своей речи Аслан Расханов особо подчеркнул, что возложенные на личный состав задачи требуют оперативного решения, без задержек и недочетов. Это, по его словам, непосредственное поручение главы региона, лично контролирующего каждый результат по всем направлениям. Товарищи офицеры, сегодня мы проводим первое в этом году заседание коллегии МВД по Чеченской Республике, на котором нам предстоит подвести итоги оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2024 года, определить приоритетные направления дальнейшей работы и пути решения поставленных правоохранительных задач на предстоящий период 2025 года. Начальники работают, основной по району, в области, что основной худший эти преступления, фейковые, мусукипы, угоры, лебеж, вешнеюны, бахинам. Дополнительно он розубня, меж чуа или районе, любое совещание, ячейн, наранный, профилактику и ишун основной вещи. Обращаю внимание присутствующих руководителей, что в текущем году важнейшей нашей задачей продолжает оставаться борьба с экстремизмом и терроризмом. По результатам выполненных работ, конечно же, есть большие успехи. К примеру, уровень преступности из расчета на 100 тысяч жителей составляет всего 166. Это наименьшее значение по России и почти в 8 раз меньше среднероссийского показателя. Но тем не менее сбавлять успехи нельзя, их нужно только приумножать, рассказал Аслан Расханов. Учетом изложенного требует сделать соответствующие выводы, принять исчерпывающие меры на устранение недостатков и дальнейших повышенной качественной работы на верных направлениях. Действительно, как я жду, что ищет, да, действительно, в момент, да, на него задаешь любой ум и любой баг, любое направление на высшем уровне чакров. Это из-за большой ответственности. Хилерду его нет на власти, хилерду его ама даже нет, я дел сердца кошка, хилерду алерду на власти дуа мехте. Нет, я да, денел, хенер мокшелой, шундон, шудар, это будет алаш, шундон, Ахмад сила, Аллаху акбар. Министр выразил уверенность, что органы внутренних дел и в дальнейшем будут также добросовестно относиться к своим служебным обязанностям и поблагодарил в лице присутствующих весь личный состав органов внутренних дел за работу. Турпал Али Тайсумов и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика.
Под руководством командира батальона спецназа Ахмат с позывным «Шусты» уничтожено несколько неонацистов. Успехом в зоне СВО поделился Рамзан Кадыров. В своем телеграм-канале политик отметил, что наш боец, не испугавшийся открытого огня противника, уверенно продвигался вперед. В это время дроны точно и эффективно поразили позиции, где укрывались враги. Двое уцелевших из них, понимая, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, сдались в плен чеченскому подразделению. Военнослужащие регионального управления Росгвардии приняли участие во всероссийской акции «От сердца к сердцу». Перед процедурой все проходят медицинское обследование, у каждого берется около 400 мл крови. Весь процесс, включая подготовку, занимает не более 20 минут. Собранная кровь и ее компоненты после лабораторного исследования будут направлены в лечебные учреждения для нуждающихся пациентов. Cīdaldiakken dotojušanas komandiru elčijak enti īsēluš poh, не то, что бах цела арез, цīko дарī цол, цīdot su ļubojam man jušman ārduldu, tāgan ārduldu tot, ar cī dal mekškal čordien nalur darka, tāgan as, например, уже 4-й раз луштуиза, диол луштуос, ок массу зло хазах есть, сайгаш tā paid bierbuja, лишь сайн хиш сол, āmadāģi niektajā. Новая современная школа открылась в Грозном. Объект строился в рамках нацпроекта «Образование». Учреждение ставит акцент не только на предметное обучение, но и активно развивает досуг и общие навыки детей. Для этого созданы дополнительные кружки, бассейны и спортзал. Моя коллега оценила представленные условия. В Грозном состоялась торжественная церемония открытия новой школы на 1224 мест. Строительство велось в рамках национального проекта «Образование». В мероприятии приняли участие министр образования Чеченской Республики и мэр города. Мне особенно приятно здесь находиться, учитывая, что 2025 год главой Чеченской Республики, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым объявлен годом города Грозного героем имени президента нашей великой страны Владимира Путина. Учитывая, создает нацию. Так говорил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он на заре возрождения республики, несмотря на все трудности, уделял развитию сферы образования самое пристальное внимание. Достойно следует созидательному курсу отца глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Всесторонне поддерживает представителей науки. Образовательные учреждения региона соответствуют международным стандартам. Для учащихся и работников системы образования созданы благоприятные условия. Хожбауди Дааев пожелал учителям и ученикам новой школы успехов в образовательном процессе. Päästänä Шефмансовский гость Бахахой играли в системе образования Белгацах понятия Рамзан Хаджи школа да савила да ши Бог это было хилл дел и тому белик мох päästän harvoja столицу Валава kuch могла разлуштулш мох толш шельч немш разлуштельч Перерезав торжественную ленту, почетные гости лично проверили все кабинеты и дали высокую оценку проделанной работе. Новая школа оснащена всем необходимым для комфортного обучения. Просторные классы, современное оборудование и спортивные площадки создают идеальные условия для развития детей. На базе школы предусмотрены специализированные кабинеты кружков дополнительного образования для предметов естественно-научного цикла, художественных и музыкальных дисциплин. Все рассчитано для развития талантов детей с учетом их интересов. Также здесь есть 2 современных бассейна, 2 спортивных зала и столовая на 550 мест. В этом поселке у нас потребность в посадочных местах составляла 1226 мест, и, соответственно, все эти наши
наши потребности покрывает эта школа. Это позволяет разгрузить ближайшие школы, перевести их в одну смену, что положительно повлияет на качество образования. Это значительное событие для Грозного подтверждает приверженность властей к развитию системы образования и обеспечению качества обучения для будущего поколения. Лимда Джамалдинова, Моусар Хаджиев, Сайцелим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В Грозном из Республиканского перинатального центра выписали маму, у которой на свет появились сразу 4 детей, 2 мальчика и 2 девочки, вдобавок к 2 старшим. Такой случай довольно редкий, но чеченские врачи успешно справились с непростой задачей. Моя коллега Мадина Нусалчиева, одной из первых, смогла увидеть великолепную четверку. 2 девочки и 2 мальчика. В Республиканском перинатальном центре произошло редкое событие. 10 января на свет появилась четверня. Такой случай встречается всего 1 раз на 700 тысяч и стал первым в регионе за последние 10 лет. Техническое оснащение, высокая квалификация медицинского персонала позволяет нам на качественном уровне проводить работу, направленную на охрану здоровья мамы и ребенка. В этом направлении центру огромную поддержку оказывает региональный общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова. И благодаря этому в нашем центре проводится родовспоможение любой сложности. Счастливая мама Асия Субботина живет в Грозном с 2015 года. Выбрала она его не случайно, ориентировалась на безопасность, красоту и спокойствие. Также она отмечает тот факт, что большой выбор детских садов и школ поможет родителю вырастить ребенка достойным человеком. У Асии 2 детей, мальчик 7 лет и 3-летняя девочка. Новость о четверне стала приятным сюрпризом, делится она. Детям уже дали имена. Неожиданностью, конечно, нельзя сказать, что не было. Удивлена была, хотя мне хотелось несколько детей, чтобы еще было, поэтому подтвердилось это на 2-м УЗИ, где-то в недель 7. Поделитесь с нами, пожалуйста, как назвали детей? 2 мальчика Амирхан, Алихан, а девочек Алина и Альмира. Операция под руководством заведующей отделением патологии беременных Беллы Мамерговой прошла успешно. Мать перенесла ее удовлетворительно, без осложнений. Дети появились на свет на сроки 33-34 недели и находились под пристальным наблюдением специалистов. Вступила уже в хорошем сроке для четверни, 33 недели 4 дня, и поэтому у нас на подготовку достаточно было 1-2 дня полностью обследовать пациентку. Целой бригадой готовились к этому случаю, к этой операции. Было очень интересно, было нам самим всем. Но дети родились относительно удовлетворительные. Конечно, им оказывалась помощь, вводились лекарственные средства. Но для четверни это у нас считается ближе к удовлетворительному состоянию. И детские неонатологи, конечно, еще занимались этими детишками, и они сегодня благополучно все вместе выписываются с мамочкой домой. Свои поздравления передало и Министерство здравоохранения Чеченской Республики. Заместителям руководителя ведомства матери были вручены 2 коляски и другие детские принадлежности. Все они приобретены за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. При рождении малыши весили от 1730 до 2130 граммов. Учитывая их небольшой вес, их поместили в отделение реанимации новорожденных. Оттуда же их перевели в отделение патологии новорожденных, где они набрали массу до 2 килограмм. Мадина Нусалчиева, Алисхан Кацулов, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Перспективы развития туризма в Шаройском районе, вопросы организации и координации туристической деятельности и сохранения историко-культурного наследия обсуждали на научно-практическом круглом столе в Шаройском историко-архитектурном комплексе. Организаторами являются Аргунский музей-заповедник и Чеченский педагогический университет. Самое важное законспектировала Лимда Джамалдинова.
Шаройский историко-архитектурный комплекс представляет собой уникальный памятник истории и культуры. Он включает в себя несколько исторических объектов, которые отражают богатое наследие чеченского народа и его традиции. Именно здесь прошел круглый стол, посвященный развитию туризма в регионе и сохранению исторических объектов. В мероприятии приняли участие преподаватели вузов и эксперты в области туризма, которые собрались для обсуждения актуальных проблем и перспектив данной сферы. Обсуждались ключевые аспекты, такие как создание новых туристических маршрутов, развитие инфраструктуры, а также сохранение культурного наследия и природных ресурсов региона. Есть у нас такие интересные проекты, как водопады Чечни, это по Шаройскому району, ну и многие другие туры, которые, естественно, надо продавать, они будут интересны туристам, приезжающим в нашу республику. Так что у Шаройского района все еще впереди. Мы отсюда видим и Шейх-Корт, мы видим отсюда чуть выше подняться и Комитоты, такие известные вершины, 4000-ники, это мы здесь наблюдаем с вами. Докладчики представили свои исследования, в которых освещались успешные практики других регионов и зарубежья. В ходе дискуссии участники выработали ряд рекомендаций по улучшению туристической привлекательности региона, включая необходимость повышения квалификации кадров в сфере туризма, активизацию сотрудничества между образовательными учреждениями и местными властями. كافة سبورت قيق اشتطنار بر نو سيوك خياتشا اوغر حلق زبال ببيرش ويخيم بول استوريكش بوي استريسكي فاكولتيتير جي افاكير اشكير خوي بو بالم شابش بالش ديكدو نو دوق قدول دا قد سارخلش بعد قزا اق والم هورا مشيشي تشيرا والباش ناقواس نش بالباش بويز بيزرش بالباش ببيش بيلقش بقر ويا داخودنا حيوت دوتسار اليلا دي دوتسار كيغير خوش اق كيجري بولشة تزامن شو إيش تخيناها بغن بيزم لمنش كي دقوي يقوي دايما كي إسعى سيرة أرتل ربات إدري نميل دولة كي راح بيسر بولش بو. Круглый стол стал платформой для обмена знаниями и идеями, что позволит создать устойчивую стратегию развития туризма в Шаройском районе и внести вклад в его экономическое процветание. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Саид Селим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.